Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот главные темы к этому часу. Пересмотр лизинговой программы для самолетов отечественного производства. СН Николаев озвучил ряд предложений российскому премьеру. Почти 2 века они изучают родные просторы. Русское географическое общество отмечают круглую дату сегодня. И якутяне подтвердили умение стрелять быстро и точно в цель. Сборная команда республики по спортингу стала чемпионом России. Число субсидируемых авиарейсов на Дальнем Востоке увеличили. В дополнительный перечень вошли 42 маршрута. Приоритетное право на субсидии имеют компании, которые используют современные российские самолеты, и перевозчики, чьи маршруты софинансируются регионами. По словам министра страны по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, региональным авиаперевозкам уделяют особое внимание. Это то, без чего Дальний Восток не может развиваться экономически, без чего нельзя говорить об улучшении социального самочувствия населения, отметил он. Таким образом, правительством России были выделены средства резервного фонда, и сейчас внесены изменения в правила предоставления субсидий для расширения маршрутной сети, пояснил Александр Козлов. О необходимости пересмотра лизинговой программы для отечественных воздушных судов заявил сегодня СН Николаев на заседании правительственной комиссии в Благовещенске. Также глава региона призвал ускорить производство самолетов Ил-114 и воздушных судов типа «Байкал» на замену устаревших Ан-24 и Ан-2 соответственно. С этим вопросом СН Николаев обратился к российскому премьеру. Мишустин, в свою очередь, поддержал предложения и поручил направить их в адрес зампреда страны по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Вот те лизинговые программы, которые сегодня существуют на воздушные суда российского производства, здесь для Дальнего Востока тоже надо пересматривать. Вот как раз в рамках создания единой авиакомпании, а мы говорим даже не о единой авиакомпании, а об альянсе авиаперевозчиков Дальнего Востока, эксплуатирующих российскую технику, можно было бы установить повышающий поправочный коэффициент 1,5 или 2 к размеру субсидии на уплату лизинговых платежей, которые предоставляются по постановлению правительства 1212. Я считаю, что это серьезно бы нас поддержало. Мы сейчас эксплуатируем единственное на Дальнем Востоке Супер-ЖТ. 5 воздушных судов в этом году переведем еще 3 и готовы брать дальше. Но нужна все-таки хорошая такая льготная лизинговая программа. Александр Сергеевич, как всегда, очень комплексно, много предложений сразу же по налогам. Значит, они не могут не вызвать некоторые вопросы, но я просто про режим айтишный скажу, что это непростой маневр был. Президент его поддержал, и, в принципе, там очень много выпадающих. Это уникальные условия. По самолетам, да, здесь такие поручения будут даны, и с нами был здесь в поездке Юрий Иванович Борисов, и, пожалуйста, соответствующие свои предложения сформулируйте, направьте. Спасибо. Уроки в школах Якутии с 1 сентября начнутся в традиционном формате, но при этом учебные заведения сами смогут определиться, в какой форме организовать учебный процесс. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр образования и науки региона Михаил Сивцев. Образовательные учреждения республики активно готовятся к началу учебного года. Так, на сегодня готовы принять воспитанников более 900 объектов образования. Из них 420 школ, 430 детских садов и около 70 объектов доп. Образования. Отстают от плана готовности в 7 районах и городе Якутске. Также, по словам министра, первый звонок в очной форме прозвучит в половине школ республики. Это касается населенных пунктов, где случаи заболевания коронавирусом не были выявлены. Модели мы разработали как варианты рекомендаций, чтобы ориентировались наши образовательные организации. Образовательная организация, исходя из технических возможностей и от ограничений, сама определяет себе модель. Мы говорим, что есть возможность обучения в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий, или есть возможность обучения с применением исключительно дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. То же самое касается и учреждений дополнительного образования. Продолжает сокращаться площадь лесных пожаров в Якутии. За минувшие сутки она уменьшилась на 122 гектара. По оперативным данным авиалесоохраны, на территории республики действуют более 30 природных возгораний. Борьбу с огнем ведут более 300 человек и 50 единиц техники. Сохраняется сложная обстановка в Мирнинском, Тампонском и Усть-Алданском районах, где бушуют 13 очагов.
Тем не менее, несмотря на уменьшение площади огня, как в Якутске, так и в некоторые районы республики может вернуться смог. Причиной задымленности становятся удаленные лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона. Дым в населенных пунктах на территории 8 районов, а также столицы Якутии, вызван лесными пожарами в Кобяйском, Тампонском и Усть-Алданском районах. Отмечается, что очаги находятся на удаленных и труднодоступных территориях. В связи с этим угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют. К другим темам свой профессиональный праздник отмечают географы и члены Русского географического общества. Уже 175 лет представители РГО отправляются в экспедиции, пишут научные работы и рассказывают всему миру о различных уголках нашей страны. Якутское отделение вносит в деятельность общества значительный вклад, а исследования Арктики получили высокую международную оценку, рассказывает Александр Хавренко. 175 лет назад император Николай I своим указом повелел создать Русское географическое общество. С того момента, несмотря на политические изменения в государстве, Русское географическое общество не прервало свою деятельность ни на один год, открывая новые филиалы во всех уголках страны. Русское географическое общество в Якутии основано в 1913 году. С тех пор общество до сих пор занимается основными направлениями деятельности. Это география, экология, история, краеведение, туризм. На данный момент в Русском географическом обществе Республики Саха-Якутия состоит свыше 400 человек. Это от обычных студентов до, получается, различного рода известных ученых, исследователей, политических деятелей, культурных деятелей нашей республики. За последние несколько лет якутское отделение Русского географического общества получило несколько исследовательских грантов, благодаря чему совершились такие масштабные экспедиции, как Северная Айкумена, в поисках последнего исполина Арктики и Полюс Арктики соединяет океаны, за которую руководитель экспедиции Николай Находкин был отмечен премией Русского географического общества. И победитель в номинации «Общественное признание». Комплексная экспедиция «Полюс холода соединяет океаны». Мы приглашаем на сцену Николая Находкина и Афанасия Николаева. На данный момент из города Якутска в сторону Новосибирских островов выплыла команда исследователей на катамаране, которые собираются по прибытию на острова исследовать местную флору и фауну, провести различного рода палеонтологические изыскания. В частности, ищут останки мамонтов, само собой, которые сохранились более удачно в связи с тем, что Новосибирские острова находятся гораздо севернее самого северного нашего населенного пункта Тикси. Благодаря работе Русского географического общества в российской науке было сделано множество важных открытий в истории, географии, биологии и других областях науки. Также РГО ведет большую просветительскую работу, организовывает летние школы для детей, плавучий университет для студентов и проводит географические диктанты для всех желающих. Поздравляю всех наших членов Русского географического общества, дорогих учителей с праздником, с 175-летием Русского географического общества. Надеюсь, что все у нас получится. Большое спасибо. Александр Хавренко, Джилстан Иннокентьев, Якутск. Сберкампус стартовал в столице региона. Базой проведения интенсивного курса по IT-технологиям стал детский кванториум, расположенный в здании Дворца детского творчества. Чему смогут научиться школьники столицы на интенсиве, знает мой коллега Дмитрий Тымыров. Педагоги дополнительного образования Дворца детского творчества стали обладателями гранта Сбербанка. Благодаря этому они получили возможность провести у себя интенсивный курс по IT-технологиям «Сберкампус». Для реализации этого проекта ведущий банк страны выделяет более 195 тысяч рублей. Сейчас мы обучаем по этому проекту 109 детей с 5 класса, с 12 лет по 18 лет. То есть они, Сберкампус — это вообще живая проекция виртуального мира. И работаем мы по образовательным трекам, называется «Виртуальный мир», называется «Инженерные системы» и по картографии и урбанистике. Сегодня второй день занятий. По словам педагогов, дети заинтересованы и уже хотят приступить к практической части проекта. Ну а пока идут ознакомительные занятия и тренинги для знакомства.
Я занимаюсь в кружке робототехника при Кванториуме. Мой педагог Михаил Неймохов. Он у нас спросил, кто хочет участвовать в этом проекте. И я сразу согласился. Здесь я хочу узнать много нового. И надеюсь, эти знания мне помогут в будущем в моей жизни, учебе и в будущей профессии. Мы сейчас разыгрываем игровую модель. Лаборатория изменений. Каждый день они работают с виртуальным тренером Алексом. И вот есть платформа, на которую нужно будет зайти, и там же Алекс им выдает каждый день новые задания. Сегодня, например, мы разыграли, что такое эмпатия, и ребята должны поработать, уже выходить лично, сами должны выходить на других людей и вместе с ними отрабатывать ситуации. Образовательный интенсив будет длиться 11 дней. За это время участники проекта будут изучать цифровые, IT и нанотехнологии, пройдут курсы виртуальной и дополненной реальности, а также ознакомятся с инженерными биотехнологиями и в конце создадут свои проекты. Отметим, что на территории региона обладателями на право проведения образовательного интенсива стали только 2 образовательных учреждения. Это Дворец детского творчества города Якутска и средняя общеобразовательная школа Аймяконского района. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Далее о спорте. Сборная команда Якутии по спортингу стала чемпионом России. Соревнования проходили на территории загородного комплекса Елисеевы поля под Брянском. Чемпионат собрал более 200 спортсменов из большинства регионов России. Якутская команда в составе Аяла Макарова, Николая Кобякова и Игоря Егорова набрала победное 521 очко. Еще одну медаль высшей пробы на огневых рубежах принес Василий Алексеев с результатом 153 очка из 200 возможных. Отметим, что Василий Алексеев выступает в категории ветеранов и в нынешнем сезоне стал уже 3-кратным победителем чемпионатов России по дуплетной стрельбе, компакт-спортингу и большому спортингу. В этом году я проходил подготовку и тренировался на нашем стенде «Берген» в городе Якутске, а также перед предстоящими турнирами тренировался в городе Санкт-Петербурге под руководством тренера, заслуженного мастера спорта международного класса Смирнова Вадима. Дальнейшие мои планы в этом году еще участвовать в международном турнире в городе Ларнака, Кипр, на Гран-при, а также в оставшихся этапах Кубка России. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.